Скоро Национальная библиотека Чеченской Республики отметит свое 120-летие. Целый век и 20 лет. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор Национальной библиотеки Чеченской Республики имени народного писателя Абузара Айдамирова Сацита Исраилова. Заслуженный работник культуры Чеченской Республики. Машалlah, Сацит. Да, Маша. Позвольте в начале нашей программы, в начале нашего разговора поздравить вас с таким вековым, я бы сказал, юбилеем. Всех вам благ, удачи. От меня пожеланий и от нашей телерадиокомпании «Войнах». Спасибо большое. И переходя к нашему разговору. Смотрите, Национальной библиотеке Чеченской Республики исполняется 120 лет. 120 лет. Это очень большая, серьезная и важная, я бы сказал, дата. Так сказать, реперная точка подумать и подвести кое-какие итоги. И вот теперь я вам говорю. Что дальше, библиотека? Рассказывайте. Спасибо большое, что пригласили, спасибо, что поздравили. Надо сказать, что вы первый организация, кто официально поздравил Национальную библиотеку. А мы везде первые. В данном случае вы первый. Россия один, «Войнах». Прошу. Да, спасибо большое еще раз за поздравление. 120 лет, это действительно целый век и еще 20 лет. Хотя, я бы, конечно, немного и добавила бы больше библиотеки, первой библиотеки публичной. Но хочу сказать, что вы правы. Это одно из самых старинных учреждений культуры. И более того, библиотека, первая публичная библиотека, она так же, как и первые школы, развитие этих двух систем, образования и культуры, оно шло одновременно. Но библиотека отметила свой 120-летний юбилей. Мы знаем, к сожалению, трагическими событиями, это две военные кампании. Не менее трагические были события 1944 года, когда практически весь фонд краеведческой литературы был уничтожен, и, соответственно, и в 60-е годы после возвращения на свою историческую родину деятелям культуры, науки Чеченской Республики приходилось восстанавливать утерянный фонд. События, которые мы знаем, двух военных кампаний, они, в общем-то, привели к гибели полностью практически всего книжного фонда Национальной библиотеки. И все то, что собиралось, практически 100 лет собиралось, к сожалению, было... За последние военные действия на территории Чеченской Республики. Совершенно верно. К сожалению, это все было утеряно, это все было уничтожено. И мы сегодня с вами понимаем, что насколько важно и нужно знать историю, и вряд ли мы можем знать эту историю, если у нас нет источников. Историю библиотеки или истории республики, края, народа, поскольку библиотека – это фундамент, на котором стоит и жиждется, в общем-то, развиваются все другие отрасли, будь это культура, образование, здравоохранение, потому что в себе библиотека аккумулирует все знания, все сведения, которые выходили на территорию либо нашей республики, либо в целом крае, относящиеся к нашей библиотека республике. – это история? Библиотека – это, безусловно, история. И если мы с вами просмотрим всю историю нашей республики, мы с вами увидим любые события. Революция 1905 года, революция 1917 года, Великая Отечественная война и так далее. Все эти исторические события, они отражались на истории библиотеки. И самое главное отметить, что во всех этих событиях, исторических событиях, библиотека принимала такую очень действенную, занимала позицию, поскольку она делала самое главное. Она собирала литературу. И, к сожалению, то, что было сделано до 1994 года, к сожалению, события 1994 года помешали тому, чтобы наша история хранилась, будем так говорить, в наших библиотеках, поскольку она была уничтожена. А что значит для библиотеки 120 лет? Вы знаете, вообще библиотека – это нечто такое сакральное, можно так сказать. Во-первых, библиотека – это же не только стены. Это литература, это книги, за каждой книгой. Это люди. Это люди, которые работают. И самое главное, ценное – это читатель, который пришел за этими книгами. А что такое библиотека? Библиотека – это Нурдин Музаев, это Саид Бадуев, это Магомед Мамакаев, Арби Мамакаев. Я говорю не потому, что это книги хранятся в библиотеке, это вторая позиция,
а это люди, которые были в библиотеках, в стенах библиотек И национальной... остались в библиотеке. И остались в стенах национальной библиотеки, проводили свои вечера, читали книги, читали стихи, оставляли свои дарственные подписи. Это великолепные врачи, которых сегодня знает наша республика. Это ученые, которые делали очень многое для развития нашей Это все библиотека. Это все библиотека, потому что, ну, согласитесь, вряд ли вы сегодня станете хорошим журналистом, если вы не будете посещать библиотеку. Или История не будет ревновать? не будет, история не будет ревновать, вот такой, знаете, как бы риторический вопрос. Вряд ли вы будете журналистом. Потому что другого варианта стать хорошим журналистом, да, вы можете стать хорошим блогером. Вы напишите там 120 знаков написать. Вы можете стать журналистом, но станете ли хорошим? Журналистом. Вот тут другой вопрос. Поэтому это все делает библиотека. Она собирает книги, она их хранит, она их выдает во временное пользование. И, кстати, надо заметить обязательно, что в последнее время с известными событиями в СВО библиотеки сегодня стали возвращаться к тем функциям, которые на протяжении 20 лет они были, как бы остались незамеченными. Я имею в виду, или мало уделяли времени, я имею в виду это патриотическое воспитание. Морально-духовное воспитание. Совершенно верно, потому что нельзя без библиотеки это сделать, потому что у библиотеки есть самый главный рычаг. В библиотеке есть книга. Книга – это огромная движущая сила. Насколько сильный рычаг? Настолько сильно, что книга может полностью поменять ваше мировоззрение. До сих пор может? До сих пор. Если этого не будет, если не сможет человек... Исходя из того, что мы сейчас все сидим в интернете. В интернете. Но если даже вы сегодня сидите в интернете, вы все равно книги-то читает, огромный процент молодежи читает, онлайн читает книги, подписавшись там на Литрес и так далее, но все равно читает. Мы говорим о духовном восприятии книги, мы говорим о воздействии чтения на эмоциональную составляющую человека. И поэтому этим человек и отличается, что он может читать, и более того, прочитанное может переводить. То есть вы не боитесь, что интернет забирает у библиотек Да нет, конечно. читателей? Нет, конечно, мы этого не боимся. Напротив, мы сегодня создали для тех, кто читает в онлайне, мы создали прекрасные условия. Весь 4-й этаж Национальной библиотеки отведен под электронные библиотеки. Пожалуйста, приходите, читайте. У нас удаленных подписчиков на Национальной электронной библиотеке краеведческой больше, чем они сидят у нас в стационаре и занимаются книгами. У нас их в день бывает и 50, и 60, и до 100 Вы не человек. боитесь, но есть те, которые боятся. Нет, бояться не надо, напротив, нужно искать что-то новое, что было бы интересно сегодня читателю. А читателю, что бы мы сегодня ни делали за 120 лет, какие бы мы формы, методы не применяли бы, но в истоке, вернее, в основе лежит все равно книга, и нам нужно эту книгу пропагандировать. Еще раз добавлю. И люди, И люди совершенно которые работают в этой библиотеке. И что самое главное, нужно найти, вот знаете, есть такое понятие антиискусства. Искусство, оно должно, в априори, должно облагораживать человека. Если искусство учит тебя насилию, злости и так далее, называется ли это искусство? Это антиискусство. Поэтому в руках у библиотекаря книга. Эта книга должна формировать молодежь. Будущее, я с вами согласна, сегодня не читают. Не читают дети, потому что не читают мамы с папой. Это, конечно, отдельная тема разговора. Об этом нужно много говорить. Мы продолжим эту тему. Об этом можно бесконечно говорить, но люди должны просто понимать, что если сегодня в центре города великолепное здание, площадью 18 почти тысяч квадратных метров, состоящее из 3 блоков, одно из самых красивых строений на Северном Кавказе, как говорил Маяковский, ну раз звезды зажигают, значит кому-то это нужно, раз построили эту библиотеку, это же нужно нам, вам, это вы к вопросу, что нам. сегодня с собой представляет наша библиотека? Библиотека, совершенно верно. Оно очень красивое строение, великолепное здание. А сколько у нас книг?
Вот можете Книг- вот так сказать, вскидку? Да, я не могу сказать, я могу точно сказать. Точно можете сказать? Прошу. Конечно, 240 тысяч книг у нас в печатных, 1,5 миллиона это в электронном зале и так далее. И Это много, мало, Это- если так судить, если правильно так сказать. это мало, конечно, Мало? да, это, конечно, мало. Нам нужно А как еще пополняете хранилище? различными источниками покупаем, приносят в дар, есть обязательный экземпляр. Это научная литература, художественная литература, вся. техническая литература. Вся. Есть такой, который у вас нет. Ну, практически такого отдела нет, и такой литературы нет. Наоборот, мы стремимся к тому, чтобы эта литература у нас была. Но скажу сразу, самый большой спрос сегодня это на краеведческую литературу и на художественную литературу. Ее читают больше. Техническая литература, к сожалению, сегодня это, наверное, во всем мире. Техническая литература все меньше и меньше интереса. И это уже сами видите, что сегодня гораздо больше юристов, нежели хорошего найти технаря. И поэтому эти профессии, технические профессии, они очень нужны, они очень важны. Но они, конечно, требуют более углубленных знаний. И поэтому сегодня мы пытаемся, стараемся, чтобы и эта категория читателей у нас могла получить книгу и не осталась, как бы сказать, неудовлетворенной теми услугами, которые сегодня мы оказываем. То есть, как говорит современная молодежь, на любой вкус и цвет у вас есть. Совершенно верно. Книги у нас и есть. Только приходите. Только приходите. Только приходите. А приходят. Приходят, и вот, знаете, какая закономерность такая появилась. И очень вообще, сама по себе социология, это великолепная наука, когда ты вот ее изучаешь. Вот если мы будем брать более там вот советский период, там где-то окончание советской эпохи, там очень много, дети это были всегда читающие, вот, читающие. Сегодня я, к сожалению, наблюдаю, что именно дети, дошколята, либо начальных классов, они стали читать меньше, но что сегодня, знаете, очень сильно радует, сегодня много стало читать подростковая молодежь. Это тоже очень радует, это хороший показатель. Поэтому сегодня наша молодежь читает те книги, которые мы с вами и не очень-то на них интересовались. Они читают сегодня все и знают гораздо больше, иногда, чем знают даже библиотекари. То есть наша библиотека – это не такое этакое суровое здание, где хранятся пыльные фолианты. Нет, вы что? Нет, конечно. Нет, конечно. Фолианты, к сожалению, фолианты у нас в библиотеке нет, конечно, хотелось бы. Несколько-то у нас редких книг есть, но мы им даем только их потрогать там в перчаточке, полистать, посмотреть, чтобы посмотреть, как выглядели книги в том же XIX веке, как проходил процесс книгопечатания. Кстати, это тоже библиотека проводит такие уроки в библиотеке. Как располагалась первая библиотека? Двухкомнатная, да? Совершенно верно. Потом как печатали, печатали, совершенно верно. И какие книги сегодня в моде, почему вообще книги такие дорогие, ведь есть же книги, которые стоят очень много-много миллионов. И, кстати, самый вот вопрос, очень мне нравится, когда задают даже дети. А зачем они нужны? Ну, возьмите, говорит, их оцифруйте, да, и все. Что вы хвалитесь? Ну, вот есть у вас книга 1838 года. Да, оцифруйте вы ее, все, и мы почитаем. Мы почитаем, и нам не нужно. Может, они и правы. Конечно, они правы в том плане, что с одной стороны. Библиотека же сегодня не заставляет, чтобы мы все читатели пришли, сидели в читальных залах и в гробовой тишине читали. Это время ушло. Но, с другой стороны, живая книга заменить... Ее ничем нельзя. Смотрите, Сацита, я где-то читал, что библиотека должна стать местом культурного, межнационального диалога. Наша библиотека смогла стать таким центром? Вы знаете, уже могу сказать с гордостью, что да. С гордостью говорю, поскольку очень многие видели в социальных сетях, библиотека сегодня, помимо того, что мы выдаем литературу, мы очень много проводим презентаций, вечеров. И вот совсем недавно, еще дней 10 тому назад, к нам приезжали целая делегация московских библиотекарей. Это было 22 профессиональных библиотекаря приехали с Москвы. Зачем?
перенимать опыт работы наших библиотек, нашей республики, в частности. Библиотеки регионов Российской Федерации приезжали в Чеченскую Республику, чтобы обменяться опытом. Совершенно верно. И они, конечно, они, во-первых, пришли в восторг от самого здания и от тех форм библиотечных мероприятий, которые мы сегодня проводим. Все-таки, когда мы говорим о мероприятиях, каких-то там дискуссионных клубах, все-таки ментальность чеченская, она все время выдерживается. И вот я имею в виду чеченские там обычаи, традиции, они все равно соблюдаются. Допустим, то, что сегодня можно дозволительно, скажем, в тех же московских библиотеках, конечно, эти вещи неприменительны, так будем говорить, к нашему обществу. И поэтому они сказали, да, это очень важно. Мы, говорит, почему-то думали, что вот как раз-таки без этих, так сказать, форм, которые сегодня применяют, я имею в виду там, различные там они проводят такие мастер-классы, уединенные и так далее, ну еще различные формы мероприятий. Даже, как они говорят, библиотека стала местом, там будет такое свиданий молодых людей, где они там могут попить чашечку там кофе, посидят и так далее. И, в общем, они говорят, что иногда даже не прочитав книгу, они могут и уйти. Соответственно, эти как-то формы, они не очень приживаются в наших библиотеках. А чем отличается наша библиотека от остальных библиотек, которые работают на территории Российской Федерации? Вы знаете, если брать в целом как сам процесс библиотечный, ничем. Мы одинаковы, мы точно так же. Единственное, формы мероприятий, формы, которые применяют библиотеки, они отличаются от тех форм, которые сегодня при московских или, там, скажем, других библиотеках они применяют. Хорошо, можно назвать среду национальной библиотеки уникальной благодаря книгам и людям, которые там работают? Конечно, можно. Во-первых, уникально заключается в чем насчет наших библиотек. Давайте еще скажем, обязательно будем говорить о том, что библиотека практически все полностью все уничтожено. Соответственно, как мы говорили, то, что на протяжении 100 лет комплектовалось, это уничтожено. Если мы сегодня можем часть литературы восстановить, я имею в виду там русскую литературу, зарубежную, вы со мной согласитесь, что восстановить фонд краеведческой литературы это невозможно. Это очень сложно. Тут трудно не согласиться. Да. И что делают наши работники, вот именно наша национальная библиотека, мы по крупинкам, в самом прямом смысле этого слова, по крупинкам собираем все сведения, статьи, газеты, открытки, даже маленькую заметку, которые печатались, там, скажем, в конце 20-го, вернее, в конце 19 века, 18-го, все, что относится к нашей истории. Мы это все собираем, их систематизируем, их шифруем, их, в общем, архивируем, потому что, не дай бог, еще такая трагедия случится, мы уже понимаем, что сегодня невозможно. Я помню, как вы собирали в 2000-2002 году, как вы все эти книги собирали, как возрождали, я все это помню, и поэтому у меня вот такой вопрос. Смотрите, опять же, насколько я знаю, вы работаете в библиотечной системе с 1981 года. Я прав? Да, все правильно. Были директором Центральной городской библиотеки города Грозного. Прав? Прав, конечно, да. Прав. Национальную библиотеку вы возглавляете с 2014 года. Опять же, я прав? Правы. Как вы считаете, что может служить залогом хорошей посещаемости и развития библиотеки? Есть ли какой-то рецепт? Именно ваш? Лично мой рецепт. Да. Вы знаете, я очень давно работаю в библиотеке, я и в советской системе работала библиотечной, и вот работала, как сказать, вот между конфликтный, так будем говорить, и постконфликтный период. В общем-то, наверное, изнутри всю библиотечную работу, изнутри я ее не только хорошо знаю, я ее изучила, и более того, я принимала участие в решении тех проблем, которые стояли перед библиотеками. Это отсутствие помещений, это стеллажи, это отсутствие книг. Самое главное, отсутствие профессиональных библиотекарей. Это очень большая проблема. Это нереально большая проблема не только библиотек нашей республики, но и всей России в целом. То есть отсутствие библиотекарей, специалистов. Это все были. Если мы сегодня хотим взять единый рычаг, который меня спросили бы у меня, что делать, чтобы люди читали, вернулись в библиотеку, я вам скажу только один, и вы можете со мной не согласиться. Это заставлять
заставлять читать. Заставлять? Заставлять. Особенно И как заставлять? Особенно маленьких Из-под детей. палки гнать? Гоните из-под палки. Но заставлять. Хотите, стимулируйте. Например, вот, сейчас очень стало вот так как-то модно, вот мама, там, вернее, папа с мамой, там ребенок там что-то хорошее сделал, на тебе, вот последний тебе iPhone. А я говорю, неправильно. Купите ребенку iPhone, если он за какой-то промежуток прочитает какое-то количество книг, перескажет это количество книг, напишет там доклад или что-нибудь, напишет сочинение, потому что, ну, к сожалению, нет другого рецепта, будем говорить, как развивать память. Это ваш только рецепт. как чтение. Поэтому я говорю всем, особенно если кто-то у меня сейчас смотрит, это молодым мамам обращаюсь, заставляйте, даже, ну, читайте своим детям, заставляйте читать. Ну, посмотрите, что в школе. Вы помните в школе, чтобы вы в 9 классе «Войну и мир» 4 тома не прочитали? Тяжело, согласитесь? Неуд был обеспечен. Обеспечен. Сейчас умудряются «Войной и мир» где-то в 100 страниц в сокращенном варианте. Учителя говорят, читай этот текст «Войны и мира». Я считаю, что это, наверное, неправильно. Мне кажется, поскольку поэтому сегодня у детей же клиповое мышление, мы же это видим. Ребенок воспринимает только клип, этот клип укладывается там где-то в 100, от максимум 120 знаков. Дальше ребенок за этот клип, за эти 120 знаков, ребенок ничего не воспринимает, поскольку у него оборвался этот клип. Он посмотрел ролик, какой там, не знаю, в ТикТоке что-то посмотрел. Все, его нейросети оборвались на этом. Дальше цепь не выстраивается. Что делать надо, заставлять-то? Читать. Но, к сожалению, это большая проблема. Я понимаю, там с мамами тяжело. Но вот в детском саду, в школе, учителям, прям вот, не знаю, какие-то там дополнительно им доплачивать, тем детям, с кем занимаются учителя, с детьми, которые очень талантливы, очень много читают и так далее, потому что, ну, нет другого варианта. Это мой способ. Если есть какой-то другой, я бы, конечно, может быть, тоже применила бы, ну, вот я так смотрю. Подскажите, да? Да, подскажите, но другого способа нет. Поэтому я считаю, что если мы сегодня родители, мамы, папы и так далее думают о будущем своего ребенка, они должны понимать, что судьба этого ребенка в их руках. Библиотека делает это все возможно. Посмотрите, рядом с нашей библиотекой национальной правое крыло занимает великолепная детская библиотека. Великолепно. С красивыми детскими книгами, иллюстрированными детскими книгами. Там очень хорошие работники, там все настолько профессионально все оформлено, но я не вижу тех толп детей, которые были в то время, когда я ходила в свою районную библиотеку. А должны были должны быть. ходить были, должны. Почему-то многие думают, мамы там с папой, если я, значит, привела, я ставлю установку, что мой ребенок будет врач, и я должна обязательно водить его ребенка в библиотеку. Но согласитесь со мной, сегодня хороший водитель, тоже грамотный водитель, он тоже должен быть читающим. Ну, он везет, таксист Тем везет. более, для того, чтобы посидеть, почитать, у нас прекрасные условия. Созданы все условия. У нас библиотека, знаете, как еще вот мы чем можем гордиться? Что наши все отделы библиотеки, они совмещены. Нет такого классического понимания. Читальный зал, абонемент. У нас они совмещены. Читальный зал и абонемент. То есть ты можешь взять с полки книгу и можешь пройти в читальном зале. Новые веяния? Да, это новые веяния, которые применили в нашей библиотеке. То есть, если, например, ты идеально хочешь посидеть в полной тишине, для этого есть небольшие комнаты, они небольшие, там несколько столов, и вы можете уединенно посидеть и в тишине почитать. Зайду к вам, обязательно. На днях к вам я зайду, обещаю. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень-очень интересный, актуальный разговор. И мой последний вопрос. Точнее, два. Праздновать будем? Какие мероприятия уже намечены на 120-летие Национальной библиотеки Чеченской Республики? Будем обязательно готовиться, книгу будем издавать к 120-летию. В октябре, между 14, 15, 16 октября будет около большое мероприятие. Кстати, вас за пользу случая вас приглашаю. Принимается. Да, вы придете к нам, мы будем делать большое мероприятие. Когда мы отмечали 110-летие, библиотеку посетил глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович Кадыров. Он тепло говорил о библиотеке.
он настолько понимал специфику работы библиотеки. И вот как раз 10 лет мы по заветам, можно сказать, Рамзана Ахматовича работали, поскольку там была установка, нам была четко дана: собирайте книги, изучайте истории. Мы же видим, сколько, несколько лет подряд у нас и год чеченской литературы, языка, у нас год истории. Это все, безусловно, понимание, глава понимает, насколько сегодня значимо воспитывать интеллектуальную, грамотную и думающую молодежь. И, безусловно, во всех институциях, которые сегодня есть в нашей республике, вряд ли мы обойдемся без библиотеки. Все дороги через библиотеку. Знаете, как говорят, все дороги ведут в Рим, да? А у нас все через дороги ведут, да, через нашу библиотеку. Через 70 лет, скажем так, какой вы представляете нашу библиотеку? Скажем, на 200-летие Национальной библиотеки. Да. Вот, если помечтать. Вы знаете, как говорил Некрасов, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Но я ее представляю прекрасно, она будет полностью, она заполнена будет книгами, это однозначно, поскольку, как бы мы сегодня ни говорили об электронных книгах, как бы ни делали на них акцент, все равно библиотека, классическая книга, она останется. Бумажная книга. Она останется, печатная, бумажная книга, она останется, ее ничто не заменит. И я вижу, что мы вернемся к тому варианту, того, когда библиотеки будут заполнены читателями. Вот тогда будут. И тогда уже, чтобы прийти в библиотеку, посидеть там на мероприятии, нужно будет заранее созваниваться, договариваться, потому что настолько будет, много будет книг будут очень интересные. И самое главное, мы ведь на ступень поднимемся выше, это будет очень красивый город. Мы сегодня видим, как красивый становится наш Грозный, и украшением всех горожан станет наш город. И я уверена, что каждый второй будет читателем нашей национальной библиотеки. Мы придем к этому, я верю. Обязательно. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам. Спасибо. Еще раз примите наши поздравления от меня лично и от нашей телерадиокомпании «Война». И примите наш скромный презент. Любим подарки. Вот такой вот маленький презент вам с нашим логотипом. Тут у нас, я покажу, не пугайтесь. Тут у нас кружечка с нашим логотипом. Вот будете пить чай, кофе и вспоминать. Ну и там еще кое-что. Спасибо Все, большое. что вам Вы знаете, пригодится. можно сказать, что время приема подарков уже все отчитывается, да, уже началось время. Подарок телекомпании «Войнах» первый. Да, «Войнах», да, первый подарок. Спасибо вам большое, мы очень тронуты. Кстати, конечно, этот подарок для нас ценный. И я вам уже как бы говорю, если вы думаете, что это подарок останется, так сказать, просто у меня там в кабинете, вы ошибаетесь. Все, что на содержимое этого пакета перейдет в отдел книжной палаты, отдел государственной библиографии. И это там будет храниться навеки вечные. Пройдет 40 лет, и когда, возможно, мы будем говорить о том мероприятии, которое здесь было, вот со своим инвентарным номером, это все будет в этом отделе храниться навсегда и на всю жизнь. Вот этим и занимается библиотека. Все, что издано на территории республики и вне ее предела, библиотека собирает, хранит, аккумулирует и гордится тем, что у нас есть такие вот дорогие, любимые, уважаемые дарители. Приятно будет увидеть. Спасибо. Приятно будет увидеть. Смотрите, Сацита, если вы желаете, вы можете поздравить с наступающим юбилеем весь ваш коллектив, ну и всех жителей Чеченской Республики. С удовольствием. Прошу, камера ваша. Да, с удовольствием. Конечно, я прежде всего хотела бы поздравить, коллектив я еще успею поздравить и в октябре, и, в принципе, мы каждый день. Я хотела бы поздравить огромную армию людей, творческих, уважаемых людей, которые являются нашими читателями, те, которые были читателями, для которых библиотека – это не пустое слово, для которых библиотека – это второй дом. Я поздравляю вас с
120-летием, и хочу сказать, это юбилей не только нашей библиотеки, это наш общий юбилей. Вы делали библиотеку значимой, вы делали все для того, чтобы о библиотеке говорили. Всем своим читателям я хочу сказать, с праздником вас, приходите в библиотеку, мы всем рады, рады видеть вас. Ну а своим работникам что? Работать, работать и еще раз работать. Давно вас не видел в таком волнении. Да. Я вас понимаю. Спасибо. Еще раз спасибо и еще раз с праздником. Спасибо. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор Национальной библиотеки Чеченской Республики имени народного писателя Абузара Эйдамирова Сацита Исраилова, заслуженный работник культуры Чеченской Республики. Я присоединяюсь ко всем словам поздравления нашего дорогого гостя. И не болейте. Будьте здоровы.